У нас, конечно же, самая крупная, пожалуй, во всей России, во всем мире, можно без страха сказать, коллекция золотоордынских монет. И надо сказать, что эти коллекции продолжают поступать к нам в составе кладов. Совсем недавно к нам поступил каратунский клад, который был обнаружен еще в 80-е годы 20 века. И часть клада находится в НКЦ, в Музее татарской культуры. И вот большая часть у нас. Это 80 тысяч единиц хранения. То есть реальные монеты из золота? Монеты из золота. Не верите? Приходите, из серебра. посмотрите сами. И из серебра. Здравствуйте, дорогие друзья! Исянмысыз! Вы смотрите самую вкусную программу на канале ТНВ, программу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Назипова Гульчачак Рахимзяновна. Исянмысыз, здравствуйте! И не с пустыми руками, вот что значит сотрудник музея. Да. Это вы с музея принесли? Да, это из музея, но это не экспонат, это копия экспоната. Мы сейчас вот линию такую сувенирную налаживаем. Это копия горшка, изготовленного в Волжской Болгарии 12 века. То есть в древние времена здесь готовили кушать, да? Да. Глиняная посуда была основная, но в Болгарах была и стеклянная, кстати. Такого экспоната на нашей кухне еще не было. Да. Спасибо. Но книги вам дарили, я знаю, а это совершенно особенная книга. Здесь собраны экспонаты тоже, но уже в электронном виде сфотографированы и напечатаны на бумаге. Весит-то сколько? Да. Вот мы принесли еще экспонаты. Это самовар, как бы атрибут татарского чаепития. Вы знаете, что любая еда у татар начиналась с чаепития. И заканчивалась, и продолжалась. И поэтому... Сколько лет этому самовару? Самовару уже больше 100 лет, конечно. Вот такие эксклюзивные подарки. Хотя самовар это, конечно, не подарок, но украсит он нашу программу, это 100%. Большое спасибо. Гульчачак Назипова, генеральный директор Национального музея Республики Татарстан, заслуженный работник культуры Татарстана. Родилась в деревне Тайгузино Мензелинского района ТАССР. Окончила исторический факультет Казанского государственного университета, доктор исторических наук. Автор более 120 научных и научно-популярных публикаций, 3 монографий. В настоящее время Гульчачак Назипова является представителем Республики Татарстан в Союзе музеев России, председателем Ассоциации музеев Татарстана, исполнительным директором регионального отделения Российского военно-исторического общества в Республике Татарстан, а также членом Общественной палаты Республики Татарстан и членом Общественного совета при Министерстве культуры Республики. Гульчачак Рахимзяновна, если вы смотрели нашу программу, я думаю, вы смотрели их, вы должны знать, что все-таки самый главный подарок для меня – это оригинальный рецепт. Что будем готовить? То есть пирожки с яблоками и с картошкой? Да. Но я думаю, все-таки самый главный секрет в пирожках – это в тесто, да? Да, тесто. Тесто совершенно простое, но оно очень универсальное. Не только можно пирожки готовить, а чпичмаки тоже можно, но оно не дрожжевое. Поэтому начнем тесто, да, готовить. Значит, нам нужно разогреть масло. Масло, конечно, это основной ингредиент этого теста, потому что, чтобы рассыпчатое было, оно получается такое хрустящее. Так, сейчас мы его растопим. Так, мука. Да, чуть-чуть мягко. Мука. Одно яйцо вот для такого количества. Немного воды, немного молока. Так, все масло растапливаем? Да. Только не до конца растапливайте, а чуть-чуть мягкое, чтобы было. Но вот самое главное, на что я обратил внимание, когда вы зашли, вы сразу были вот в этих красивых перчатках. Ну, мы на работе тоже привыкли к экспонатам прикасаться в перчатках, правда, там другие. Они защищают экспонаты в основном. А тут и руки защищаются, потому что ингредиентов много, и все-таки это гигиена. Я помню, когда нас учила бабушка готовить, она всегда заставляла очень хорошо мыть руки. Так, воды немножечко. Так, немножко и молоко еще, да? Да, чуть-чуть молока, но воды основной. Да. То есть столовой кипяченой воды? Да, воды, холодной. Так, соль нам нужна. Так, пожалуйста, соль. И я для вкуса чуть-чуть сахарного песка надо. И сахар. Чуть-чуть буквально, да. Все. Так, и мне нужна ложка для размешивания теста. Так, пожалуйста. Хотя в домашних условиях руками. Так, ну у вас задание есть, вот потом, чтобы не говорили, что вы одна готовили на кухне. Я тоже могу помочь. Да, давайте мы начнем, скорее всего, с яблочных пирожков. Значит, яблоки нужно очень мелко нарезать. Гульчачак Рахимзяновна, расскажите, пожалуйста, вот это блюдо для своих коллег в музее вы уже готовили? Да, готовила. И не один раз. Но если не один раз, значит понравилось. Понравилось, да.
Это блюдо моей мамы. Ага. Она готовила барянги текес. Это деревенское блюдо, и вот в Казани даже слово теке не знают. Оно же имеет еще один смысл, там баран, который с рогами. Ага. Вот. А на самом деле вот в наших восточных, южных регионах Татарстана теке, барянги текес, алма текес в целом означает пирог. Так, пожалуйста, сюда мне масло. То есть заливаем маслом. Да, заливаем. Аккуратненько. Все масло. Немножко оставите, многовато получилось. Отлично. Мы тесто не отставим, то есть перемешаем, и будет оно готово, да? Да, перемешаем, и долго просто его надо перемешивать. Так, тесто становится все круче и круче, нужна доска. По-татарски куна. Куна тактасы. Да, Так, отлично. тесто давайте мы сейчас Отличная подвинемся. доска. Достаточно? Достаточно. Вот сейчас мы тесто сюда и уже... Ну и буквально последний вопрос про кулинарию. Гости приходят к нам, рассказывают, какие блюда они готовят. Вы тоже расскажите. Я люблю татарскую кухню, несмотря на то, что она такая сытная и не способствует красивой фигуре. Вы не поверите, я тоже люблю татарскую кухню. Вот, но и семья моя любит татарскую. Но сейчас мы уже научились и пиццу делать, и рыбу тушить, так как татары не тушат. В основном у нас же рыбу готовят или в печке, или на сковородке. У меня очень демократичная кухня. Просто готовить очень люблю, времени нет. Поэтому иногда приходится обходиться полуфабрикатами или заранее готовить, что тоже, в общем, не очень хорошо. Но сегодня мы готовим истинно татарскую кухню, Да. истинно татарские пирожки. А, кстати, по поводу музеев. А нет ли где-то в мире музея кулинарных произведений? Вы Не сталкивались с знаете, этим? я не была, но где бы мы ни были в музеях, особенно в заповедниках, там везде есть, везде готовят. Вот мы недавно вернулись из Ростовской области, с родины знаменитого писателя, лауреата Нобелевской премии Шолохова. И там очень замечательный музей в станице Вешенской. И воссоздана вот их кухня. И она очень похожа на нашу татарскую, надо сказать. Паштеле, вот это вот то, что мы считаем своим, исконно своим, да? Колбаски наши вот татарские, да? То есть все равно это пересекается, да? Да, пересекается. Казаки, они вообще в войске у казанского хана же были казаки. Тоже, кстати, они получали земли, в мирное время эту землю обрабатывали, а потом их как бы на службу брали. Казаки, конечно, очень меня впечатлили, какое-то родство почувствовала. А если говорить о музее, хотелось бы также в Республике Татарстан воссоздать. Вот я знаю, в Туган-Авлым там тоже вот как бы есть попытки, да, воссоздать, а хочется в сельской местности. И вот мы сейчас, у нас есть свой филиал в Красновидово, он называется «Музей Горького» в селе Красновидово. Там Максим Горький, надо сказать, кстати, мы обновили экспозицию музея Горького, совершенно уникальная новая экспозиция. Тот музей, который находится в центре города. Да, на улице Горького. И там мемориальная пекарня Деренкова, и сейчас там у нас работает кафе. С детьми и со взрослыми, собственно, можно проводить мастер-классы по изготовлению хлеба. И вот мы хотим такой же как бы интерактив сделать и в селе Красновидово. Для этого мы уже несколько лет проводим там яблочный спас 19 августа. Собственно, вот яблоки я как раз и барянги текесы, это все затеялось специально, чтобы показать, насколько это хотелось бы, чтобы у нас были какие-то музеи под открытым небом. Собственно, едешь, когда из Казани вдоль Волги, такие виды красивые открываются. Когда доезжаешь до Красновидова, там открывается Волга широка, широта такая, красота. И, конечно же, хочется, чтобы этим всем любовались не только мы. Как вы хорошо нарезали яблоки. Да. Это просто замечательно. Ну, вы столько рассказывали про яблочный спас. Но еще одно яблочко я порежу, и думаю, достаточно будет. Продолжение вот разговора о усадьбах. Хотелось бы татарскую усадьбу в деревне где-то восстановить. Вы знаете, вот чтобы там жили люди. У нас такая попытка была в Атне. Там музей воссоздавали. Дом двухэтажный купца Даутова. И сейчас там их краеведческий музей работает. Мы там были, кстати. Да, и он у нас входит в маршрут, когда мы возим туристов на родину Тукая через Кашлауш, и вот оттуда через Высокую гору, Высокогорский район, и вот Атнинский, мы заезжаем туда.
там их поим чаем, но хотелось бы, конечно, более аутентичности, чтобы там гуси, утки, корова, подоить эту корову, вот этот сельский туризм. Поесть этого гуся. Да, поесть этого гуся, да, это тоже можно. И поэтому, конечно, есть еще нам над чем работать. Мы национальный музей, и поэтому у нас, как методический центр, мы всегда помогаем нашим коллегам. И все-таки желание воссоздать татарскую усадьбу остается по-прежнему неосуществленным у нас. Так, сейчас надо тесто уже начинать разделывать. Мы сейчас яблочные пирожки делаем. Да, сначала с яблоком. Так, можно Да. посуду? Вот мне. Да, Я пожалуйста. переложу. Так, яблок, думаю, достаточно будет. Я тоже так думаю. Мы добавляем к яблокам сахар, что-нибудь. Мы добавляем прямо в пирожке. Так, и дальше мои действия — это картошка и лук. Да, картошку, конечно, режем гораздо крупнее. Мгм. Лук можно тоже мелко. Но картошку и лук мы не обжариваем, да? Нет, ничего То мы есть не просто обжарим. готовая начинка Да, сразу? да. Так, вы пока режете картошку, мне нужна скалка. Скалка. Он же уклав. Она же скалка, пожалуйста. Так, и То есть вы раскатываем. сейчас уже раскатываете Да. специально тесто под Раскатывать пирожки, надо да? как можно тоньше. В чем секрет? Быстро готовите пирожки? Нет, вкусно. А, вкусно? Да. Так, сахар нужен для начинки. Так, давайте я вам помогу. Да, пожалуйста, вот сюда сахар. Сколько ложек? Давайте 3. Так, еще. И ванилин сюда. А, добавляем ванилин. Да. Так, Ложечку готово. перемешиваем. Продолжаем мы говорить про музеи в Республике Татарстан. И первый вопрос, вот вообще развитие музеев за пределами Казани, к другим городам. Это тоже на вашей ответственности? Вы знаете, были до 2005 года эти музеи зоной нашей ответственности Национального музея. Государственный объединенный музей Республики Татарстан был одним из самых крупнейших музейных объединений в России, тогда в СССР. А потом уже, когда стали меняться законы в связи с перестройкой, конечно же, все наши музеи сейчас приобрели самостоятельность, юридическими лицами стали. В каждом районе есть свое музейное объединение. И для того, чтобы быть вместе, мы объединились и создали Ассоциацию музеев Татарстана. У нас замечательная сетевая организация, в которую входят практически все основные музеи Татарстана. А кто не входит, то те в основном участвуют в наших музейных акциях совместных. Вот как раз в апреле, 21-26 апреля будет музейная весна Татарстана, когда все музеи будут работать или со скидками, или совсем бесплатно. Поэтому вот объединение, оно позволяет решать многие не только вот такие культурно-образовательные вопросы, связанные с привлечением посетителей, рекламой и так далее, но и также мероприятия, связанные с собственной музейной деятельностью. Вот эти музейные экспонаты, это только кажется, что очень легко они представлены в экспозиции. Для того, чтобы представить в экспозиции, его надо сначала отреставрировать. Если предмет цел, то его надо в любом случае почистить, изучить его историю. Вот мы сейчас говорим начало 20 века, а хотелось бы узнать конкретно, когда именно, на каком заводе в Туле изготовлен этот самовар и так далее. То есть многие вопросы, связанные с современными технологиями в музеях, мы вместе сообща сейчас вводим систему, компьютерно-автоматизированную систему в музее. И экспонаты тоже очень легко сейчас находить. Если в прошлом нам нужно было сходить в хранилище, достать этот предмет из шкафа, из какого-то определенного, еще и надо было его найти. Сейчас это гораздо проще. Все делать через компьютер. Да, мне сейчас нужна таба. Вот такой подойдет? Подойдет. Маслом смазываем, подсолнечным желательно. Растительным, чтобы не сгорело. При какой температуре готовим? Надо сначала на максимальный, чтобы схватилось тесто, чтобы не вытекли пирожки с яблоками, а потом чуть-чуть можно убавить. Так, выкладываем. Ну, размер такой действительно очень удобный. На один раз буквально для мужчины откусил и съел сразу. Так рассчитано, да, и не только для мужчины. Ну, может, женщин 2 раза. Итак, напоминаю, это первая партия. Пирожки с яблоками. Да, Алма такесы. Все, теперь смажем маслом. Здесь можно сливочным. Это каждый для того, пирожок, чтобы, да? чтобы они румяненькие были. Все готово? Все, духовка. Итак, отправляем их в духовочку. Температуру поставили мы пока 220 градусов, потом мы ее убавим. А сейчас мы сделаем небольшую паузу, и после которой продолжим готовить пирожки с картошкой. Беренги такесы. Оставайтесь с нами. Алма такесы. Из одного яйца, сливочного масла, воды, молока и муки замесили пресное тесто. Для начинки яблоки нарезали на небольшие кубики.
Тесто разделили на кусочки и раскатали в виде лепешек. На каждую лепешку выложили немного яблочной начинки, посыпали сахаром с ванилином. Края теста подняли и защипали. Приготовленный таким образом алмата кесе выложили на смазанным маслом противень и выпекали 30-40 минут. Дорогие телезрители, вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем готовить чудесные пирожки с яблоками и с картошкой с генеральным директором Национального музея Республики Татарстан Гульшишек Рахимзяновной. Спасибо, что пришли. Спасибо. Пирожки с яблоками у нас уже в духовке. Сейчас процесс номер 2. Да. Теперь картошку сложить сюда. Так. Лука туда. Остается лук. То есть по поводу теста все тот же процесс, тот же самый. Тесто тоже. И размер пирожков будет такой же? Нет, размер пирожков будет больше. Чуть побольше? Больше. Надо сказать, что баранга такая древнее татарское блюдо. Ну, минимум 100 лет есть, наверное. И это одно из таких блюд, которые нравятся очень детям. Я с детства люблю это блюдо, потому что практически делается на одну тарелку, это как второе блюдо считается. И съесть можно, пока родители не остановят. Мы так кушали, да, это такая вкуснятина. Поэтому, наверное, для женщин это очень удобно детей накормить. Тем временем мы продолжаем рассказывать нашим зрителям о музеях республики. И сейчас поговорим о главной нашей гордости, Национальном музее Республики Татарстан. Сколько ему уже лет, кстати? Нашему музею 122 года. Один из старейших музеев нашей республики. И, наверное, и России. Нет, в России Кунсткамера считается, это начало 18 века, при Петре Первом. Считается, что это самый первый музей России. У нас музей самый крупный действительно среди регионов России, потому что у нас фондов более 940 тысяч единиц хранения. У нас уникальные фондохранилища, которые мы еще будем создавать. Фонды есть, а хранилища специализированные вот только начнем создавать. И я надеюсь, это будет одним из таких не только научно-исследовательских и так далее центров реставрационных, как Лувр, но и также и центром, куда будет ломиться посетитель. Но, учитывая количество туристов, которые с каждым годом растет. Я думаю, это не только для туристов особенно. У нас есть уникальные коллекции, которые являются гордостью нашей республики. Назовите несколько хотя бы. Болгарская коллекция. Это, надо сказать, что именно в нашем музее хранится знаменитая уточка, так ее называют, подвеска такая. Вот сюда ее подвеску для модниц средневековых. Это уникально, их всего 15. И нашли на территории Алексеевского района нынешнего. Это действительно болгары. Некоторые ученые даже считают, что это 8 век. Этот экспонат является одним из титульных. Кроме того, у нас, конечно же, самая крупная, пожалуй, во всей России, во всем мире, можно без страха сказать, коллекция золотоордынских монет. И надо сказать, что эти коллекции продолжают поступать к нам в составе кладов. Совсем недавно к нам поступил каратунский клад, который был обнаружен еще в 80-е годы 20 века. И часть клада находится в НКЦ, в Музее татарской культуры. И вот большая часть у нас, это 8 тысяч единиц хранения. То есть реальные монеты из золота? Монеты из золота. Не верите? Приходите, из серебра. посмотрите сами. И из серебра. Так, лук у меня готов. Так, лук готов. Посыпаем перцем, посыпаем солью. То есть прямо здесь? Да. Не и смешивать. немножечко надо смять их. Это секреты такие домашней кухни, поскольку чуть-чуть, если лук даст сок, вкуснее будет. То есть лучше все это перемешать здесь, а потом только добавить потом картошку. добавить. Вот видите, вы не только секреты музея знаете, и кулинарные секреты. Конечно. Как и каждая татарская женщина. Перемешиваем. Перемешиваем, немножечко поддавливаем, да. Для тех зрителей, которые, хотя их, наверное, мало, не были ни разу в Национальном музее, расскажите, вот как он работает, сколько у нас залов, какие площади? У нас очень большая экспозиция, и, конечно же, я всех приглашаю. У нас есть и бесплатные дни, кстати, у кого, если со средствами вдруг, проблемы. Да, это в камеру, есть бесплатные дни. Есть бесплатные дни. Первая среда месяца, а в пятницу у нас ожившая экспозиция, когда экспонаты оживают и ходят по нашим залам. Это очень интересная у нас акция. И, конечно же, у нас залов много, больше 3500 квадратных метров, в которых расставлены наши крупнейшие экспонаты, которые вы, наверное, знаете. Среди них самая знаменитая – это карета Екатерины II. По преданию, когда она приехала к нам в Казань в 1767 году, она именно на ней и разъезжала. Так, лук, пожалуйста. То есть добавляем лук картошки. Картошки. И аккуратненько все перемешиваем. Начинка готова. Начинка готова. Ну и пока осталось время, расскажите о мероприятиях, которые организует Национальный музей Республики Татарстан.
Мы сейчас очень много мероприятий организуем. Вот яблочный спас я уже назвала, да? Надо сказать, что у нас уже 3-й раз пройдет музейная регата в Казани. И тоже очень интересное мероприятие. Музейное, потому что мы хотим рассказать о наших музеях, которые находятся на территории Республики Татарстан вдоль Волги и Камы. Это у нас большой проект Волга-Кама. Поэтому и слово регата. Да, регата. А регата в том смысле, что мы хотим возродить судостроение на Волге и в Казани. К сожалению, в регате сейчас участвуют в основном современные парусные суда, но есть одно судно немножечко историческое, и поэтому мы, конечно, надеемся, что таких яхт будет больше. Тем временем вот такой красивый Беренге Такесе у нас получился. Кстати, вот смотрю, моя бабушка один в один делала. Это Нурлатский район был, поэтому традиции сохраняются, да. Поверьте. Масло. Также растительным маслом. Да. Так, вы, кстати, можете начинать уже делать следующий. Также у нас реконструкторский фестиваль мы начали проводить. И очень интересно, мы играем ролевые игры прямо во дворе музея. И мы будем играть в войну 1812 года. 2 Отечественные войны взяли. Отечественная война 12-го. То есть восстановите события тех времен. И причем с участием выходцев с территории Казанской губернии, а также с территории Татарской ССР в годы Великой Отечественной войны. Конкретный боевой сюжет. Когда это будет и где? Это будет в День России. День России, вы знаете, 12 июня. Вот у нас и стрелять можно будет. То есть на территории музея это На будет? территории. И каша у нас будет, полевая кухня, и можно будет там бивак посмотреть. И очень интересная у нас выставка работает в музее в эти дни. В общем, это просто целый день можно провести в музее. Последние штрихи, и Беренге Такесе готовы к отправке в духовку. Также при температуре 200, а сейчас уже 200 градусов. Пожалуйста. Опа. Бисмилля ар-Рахман ар-Рахим. Немного подождем и будем пробовать оба вида наших пирожков. Да. Беренге Такесе. Для начинки картофель нарезали кубиками, лук мелко нашинковали и смешали с солью и перцем. Пресное тесто разделили на небольшие кусочки и раскатали в виде лепешек. На каждую лепешку выложили начинку, края защипали и придали пирожкам форму полумесяца. Приготовленные таким образом Беренге Такесе выложили на смазанный маслом противень и выпекали 40 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. Тем временем мы будем пробовать пирожки с картошкой Беренге Такесе, алма Такесе. Все готово. С чего начнем? Беренге Такесенен, Так, отлично. Мы их разрезали по традиции. Полили сливочным маслом растопленным. Это целое второе блюдо. Целое второе блюдо. Так, Да. бисмилля ар-Рахман ар-Рахим. Очень нежно, очень вкусно получилось. И очень хорошо с чаем. Беренге Такесе очень даже удались. Еще раз большое спасибо. Ну а сейчас пробуем с яблочками. Отлично. Форма немножко другая. Да. Внимание. Тоже к чаю. Очень сочно. Алма Такесе тоже получились очень вкусные. И мне кажется, что сегодняшние блюда достойны быть настоящими экспонатами музея. Действительно, это и есть экспонаты, духовное наследие, так называется. Но здесь очень даже вкусное духовное наследие. Друзья, приготовьте сами, убедитесь. Гульшат Гархимзяновна, к сожалению, наша программа подошла к концу. Наш кулинарный мастер-класс уже закончился. Закончился очень даже шедеврально, было очень вкусно. Большое вам спасибо. Пожалуйста, добро пожаловать в наш национальный музей, а также во все музеи Республики Татарстан. Музейная весна с 21 по 26 апреля, а дальше май – это, конечно, музейный месяц. Добро пожаловать на Международный день музеев. Бесплатно все музеи мира работают, а также на ночь в музее. Это была программа «Секреты татарской кухни». Готовьте вместе с нами, ну и, конечно же, до встречи в музее. Tatlar xanı başları, dik temli hem fayda.